Здравствуйте, в эфире «Время региональных вестей». С вами Лариса Шамаева и в начале главные темы выпуска. «25 лет на страже закона и порядка». Данное событие для нас очень значимо, так как у истоков его создания ведомства стоял первый президент Чеченской Республики. В УФСИН отметили юбилейную дату со дня образования уголовно-исполнительной системы республики. Кадровые изменения. Личному составу ОМОНа Ахмат Крепость представили нового командира. Будущие медики проявили активную гражданскую позицию. Наблюдая за очередью, которая образовалась здесь, можно понять, что каждый из студентов хочет принять участие. Чеченский базовый медколледж открыл в республике акцию по сдаче крови. Во дворце торжеств Дагуна Амаева прошло мероприятие, посвященное 25-летию со дня образования УФСИН России по Чеченской Республике. На сегодняшний день ведомство является одним из образцовых в стране, внося достойный вклад в укрепление уголовно-исполнительной системы страны. За достигнутые успехи, добросовестное исполнение служебных обязанностей в торжественной обстановке вручили награды отличившимся сотрудникам. Как прошло награждение, в материале Рамзана Абуева. С показа видеоролика об истории становления пенитенциарной системы в Чеченской Республике началось торжественное мероприятие по случаю 25-летия со дня образования регионального управления Федеральной службы исполнения наказания. С приветственным словом выступил начальник УФСИН. Отмечая юбилей ведомства, хочу выразить слова благодарности главе Чеченской Республики, Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову за оказываемую постоянную помощь и внимание. Данное событие для нас очень значимо, так как у истоков его создания ведомства стоял первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат Хаджи Кадыров, Далгазов Обалдольцун. С первых же дней восстановительного процесса Ахмат Хаджи уделял особое внимание созданию республики органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. Благодаря курсу, выбранному первым президентом Чеченской Республики, и той огромной работе, которую сегодня уделяет Рамзан Ахматович, нашему ведомству удалось добиться высоких результатов служебной деятельности. Особую признательность выражаю руководителю регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, Далгазов Обалдольцун, Кадырова Эмани Несиевне, которая на постоянной основе оказывает благотворительную помощь членам семей погибших при исполнении служебных обязанностей, сотрудникам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, а также осужденным, отбывающим уголовное наказание, как в виде лишения свободы, так и без изоляции от общества. После Ахмед Адаев озвучил поздравительный адрес от директора Федеральной службы исполнения наказаний России Аркадия Гостева. За короткое время из руин войны была полностью восстановлена уголовно-исполнительная система республики, приведена в соответствие с требованиями федеральных законов, ведомственного приказа и инструкций. Каждое достижение стало результатом совместных усилий слаженного монолитного коллектива, который неустанно трудился над обновлением материально-технической базы, модернизацией имеющихся производств, внедрением передовых практик в вопросах ресоциализации осужденных, поиском инновационных решений. За 25 лет система претерпела значительные изменения, внедрила современные подходы к реабилитации осужденных и повысила профессионализм сотрудников, отметил в своем поздравительном адресе глава Чеченской Республики. Его зачитал председатель правительства Магомед Даудов. Дорогие друзья, поздравляю вас с 25-летием со дня образования уголовно-исполнительной системы Чеченской Республики. За эти годы система прошла серьезные изменения. Внедрены современные подходы к реабилитации осужденных, повышается уровень профессионализма сотрудников. Вы должны приложить все усилия, чтобы после выхода на свободу осужденные не возвращались к преступной жизни, а наоборот стали законопослушными гражданами. И судя по тому, что в исправительных учреждениях нашей республики нет случаев преступлений и нарушений порядка, я считаю, что мы идем в правильном направлении.
Убежден, что ваш коллектив и впредь будет честно и преданно служить отчизне и закону, обеспечивая безопасность и стабильность. Желаю вам здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служебной деятельности. Далдяй Бертки Вейлве, глава Чеченской Республики, Герой России, генерал-полковник Рамзан Ахматович Кадыров. Служба всегда была и остается важным звеном в правоохранительной системе, подчеркнул Магомед Даудов. Салтаевги дион, мосту регионшк диона, запрости аетен дела, ночи мелути дела амс дион, ши татбан шкват дел диона, шиела мявуд шчуэлен алла, багарбэча, вая сивоват ночи قوم يقع диона, خانتو شوэлен, цайзер шибатаг, цулдя диона, шумаха рес водаюлел шулдя, дуку арбола бу. А в начале церемонии награждения высшую государственную награду республики вручили за добросовестное исполнение служебных обязанностей и личный вклад в развитие уголовно-исполнительной системы. Награждается орденом Кадырова Ажиев Апти Тураевич, полковник внутренней службы, начальник отдела специального назначения Управления Федеральной службы исполнения наказания по Чеченской Республике. Высшая награда, самый счастливый дедух, Аргет аудуня да самый есть награда юкас сумхия такаишт. Да рейсил мой пачан. Главан тубок юакан биса на налхамаса аудуня налха. Да рейсил кундал сидол дал дукка вауэлван Ахмад сила Аллаху акбар. После отличившимся сотрудникам вручили почетные грамоты и благодарственные письма главы. Почетной грамотой главы Чеченской Республики награждаются Масаев Хамзат Хусейнович, подполковник внутренней службы, начальник уголовно-исполнительной инспекции Управления Федеральной службы исполнения наказания по Чеченской Республике. Музаев Ирисхан Амарович, подполковник внутренней службы, инспектор отделения организации службы охраны Управления Федеральной службы исполнения наказания по Чеченской Республике. Тевсуркаев Аюб Рамзанович, подполковник внутренней службы, заместитель начальника учреждения. Благодарственным письмом главы Чеченской Республики награждаются Хамзатханов Магомед Асхабович, старший комендант отдела жилищно-коммунального обеспечения. Хабуев Хизир Хусейнович, капитан внутренней службы, начальник отдела жилищно-коммунального обеспечения. Глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров. За активное и плодотворное взаимодействие, большой личной вклад в дело укрепления уголовно-исполнительной системы, а также в связи с празднованием 25-летия наградили главу региона. Награждается почетной грамотой Федеральной службы исполнения наказаний и медалью 25 лет УФСИН России по Чеченской Республике глава Чеченской Республики, Герой России Кадыров Рамзан Ахматович. Ведомственные награды передаются для вручения председателю правительства Чеченской Республики, Герою России, генерал-майору Даудову Магомеду Хожахмедовичу. Ряд чиновников удостоены золотой медали за вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России. Награждается Даудов Магомед Хожахмедович, председатель правительства Чеченской Республики, Герой России, генерал-майор. Висмурадов Абузаид Джандарович, заместитель председателя правительства Чеченской Республики. Таймасханов Галас Султанович, руководитель администрации главы и правительства Чеченской Республики. Уже самого Ахмеда Адаева министр внутренних дел региона наградил знаком «Почетный динамовец» за большой вклад в развитие динамовского движения, многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и спорта. И награжден нагрудным знаком начальник УФСИН России по Чеченской Республике, полковник внутренней службы Адаев Ахмед Алиевич. На территории исправительной колонии Чернокозово функционируют участки строгого режима и поселения, а в настоящее время здесь отбывают наказание 310 человек. Воспитательная работа организована на высоком уровне, что способствует эффективной ресоциализации осужденных. Представленные на мероприятии предметы, в том числе изготовленные отбывающими наказания в рамках трудового воспитания. Одной из задач уголовно-исполнительной системы является исправление осужденных. В основном это средство исправления является общественно полезный труд.
Целью привлечения осужденных к труду в нашем учреждении осуществляется производственная деятельность, а также профучилище, в котором обучают рабочим профессиям, востребован как внутри учреждений, так и после их освобождения. Рахман Бахаев, психолог-эксперт, проводит допросы на полиграфе в рамках судебной психофизиологической экспертизы, позволяющей установить правдивость показаний. Он делится, что главное – любить свою работу, не воспринимать каждого как преступника и относиться ко всем по-человечески. Наша работа – это у нас первостепенная задача – это исправление осужденных, помочь им реабилитироваться, а потом, как они окажутся на воле, чтобы они уже были полноценными гражданами, никакие законы, чтобы не нарушали. Вот это и нравилось, исправление осужденных, задача такая. С одной стороны, очень благородное дело, с другой стороны, сложное. Мероприятие завершилось концертной программой с участием звезд эстрады и танцевального коллектива. Общее количество сотрудников регионального управления составляет 1100 человек. Их основная задача – соблюдение законности и правопорядка, а также обеспечение охраны прав, свобод и законных интересов граждан, отбывающих наказание и находящихся под стражей. Рамзан Абуев, Саидимин Мусаев, Вести, Чеченская Республика. Руководитель администрации главы правительства Чеченской Республики провел расширенное совещание, на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся органов местного самоуправления и решения различных задач. Галас Таймасханов рассказал о приоритетных направлениях, на которых стоит акцентировать особое внимание. Это увеличение рабочих мест, поддержка семей участников специальной военной операции и другие. Каждая затрагиваемая тема – поручение от руководителя субъекта Рамзана Кадырова, отметил чиновник. Спикеры зачитали доклады о результатах мониторинга проблемных вопросов реализации инвестиционных проектов за прошедший год, проведенных выборах и взаимодействия администрации главы правительства с органами местного самоуправления в процессе подготовки проектов правовых актов. В Грозном представили нового командира ОМОН Ахмат Крепость управления Росгвардии по Чеченской Республике. Им стал майор полиции Абдулкерим Кадыров. Выступающие отметили профессионализм и преданность Абдулкерима Магомедовича выбранному делу, поздравили его с назначением и пожелали дальнейшего успеха в служении Отечеству. Валентина Гусевская о новых назначениях. На представление нового командира ОМОНа Ахмат Крепость управления Росгвардии региона собрались высокопоставленные деятели Чеченской Республики. Они отдали дань уважения и возложили цветы к мемориалу памяти Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Новым командиром стал майор полиции Абдулкерим Кадыров. Первым поздравил военнослужащего начальник управления Росгвардии по Чеченской Республике Шарип Делимханов. Вице-премьер правительства по силовому блоку Абузаид Висмурадов отметил, что Абдулкерим Кадыров – образцовый офицер, который всегда отличался смелостью и решительностью, достойно выполняя поставленные задачи. Со словами напутствия обратился к офицеру обладатель крапового берета, предыдущий командир Хусейн Межидов.
У Абдул-Керима Кадырова уже внушительный опыт работы в правоохранительных органах. Он был офицером СОБР Ахмат, работал помощником главы Чеченской Республики, а также в его службе безопасности. Являлся командиром учебного центра СОБР Ахмат управления Росгвардии региона. Представили командира его подчиненным. Отряд на 100% уверен в своем руководителе. ОМОН Ахмат Крепость знаменит своими выдающимися достижениями в управлении транспортными средствами. На представлении командира на плацу представлены лучшие из них – бронированные «Тигры», «Патруль», «Урал» и БТР. Сегодня личный состав отряда принимает активное участие в специальной военной операции, а также привлекается к обеспечению общественной безопасности на территории Чеченской Республики. Валентина Гусевская, Сайдали Ампукаев, Сайселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. В селении Ачхой-Мартан трое подростков, занимавшихся сбором черемши, заблудились в лесу. Молодые люди не смогли найти дорогу домой до сумерек, и их родственники обратились за помощью в МЧС. Спасательные работы продолжались 6 часов. К полуночи ребят нашли. Подробнее о спасательной операции в репортаже Мадины Нуцалчиевой. 18 января селение Ачхой-Мартан ужаснула страшная новость. Трое друзей Анзор Эльмурзаев, Адам Хачукаев и Мосер Индербиев отправились на сбор черемши и не вернулись. В тот день обеспокоенные родители и родственники подростков немедленно забили тревогу. Молодые люди заблудились в лесном массиве Серноводского района. На их поиски отправилось 90 человек. Участие приняли как жители Ачхой-Мартана, так и соседних сел. MCSig eller ishte berkan. Short adam du bärtiga, goshka, машиншка, шаг мелвоглук даванер сончо, дери солцан. Сбились ребята с пути по причине густого тумана. С собой у них были только спички и бумага. Однако разжечь огонь им не удалось. شلام شغلاني دقليلر طيق خني تاك خكنا لي خولاني ايوان ارجلت قبلاتكم انتان تقعدشك تقعيرت امشي استقاشت حكري ده تلويلر تمسير وجدي سندولا يوق عيان да агурдол севит дортатига. Сообщение о пропаже в местное МЧС поступило в 18:20. После обработки информации и ее подтверждения был объявлен общий сбор личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона. Поисково-спасательные работы проводились в течение 6 часов при минусовой температуре. К часу ночи сотрудники МЧС нашли заблудившихся. Состояние их было критическое. На месте им сразу была оказана первая доврачебная помощь. Мы на разные группы разбились. Ушло на радиосвязь, по одному маршруту работать. В любом случае, именно та группа от Сантинисия уже это, видимо, как выяснилось потом, Симарка это вирс шайлхумт эдина, это боч, дечкшит укритики пар хумайна ашборустига. Таймера хуйш осветительно пуштоп, пуштходелша хеща, шаш муахумца тюраш такача, дела муахака нит батер шайга уже ашборуш. Это идет и качественно целотин. На месте сразу уж плохо болеть, уж ломя, хош первую помощь оказать, теж уж метта бален, чусада и танцан, цергаёл хума, оуша, тоган общий цакрупа текечат к этому моменту. Уже шевик цега, доксада, тан выдвинул стрелку, машин придал хума, текешсик.
От подобного не застрахован никто, отмечают сотрудники МЧС. Они призывают жителей не игнорировать правила безопасности, даже если вы не новичок в этом деле. Нужно понимать, что лес – это место повышенной опасности. Если вы собираетесь в лес в поход на охоту или за черемшой, нужно предпринять ряд мер безопасности, которые помогут вам не заблудиться и обнаружить вас, если вы все-таки заблудились и не знаете, что делать. Обязательно нужно предупредить своих близких о походе, довести до них свой маршрут и ориентировочное время возвращения. Также зарегистрировать свой маршрут в местном пожарно-спасательном гарнизоне. Нужно узнать прогноз погоды, и если погода неблагоприятная для похода, обязательно нужно отложить поход. Не игнорировать они просят и экипировку. Поиски пропавшего могут продлиться от нескольких часов до нескольких дней. На это время содержимое рюкзака – это то, что поможет дождаться помощи, а иногда и ускорить процесс спасательной экспедиции. Набор вещей, которые нужно брать с собой при походе в лес. Вода. Индивидуальный рацион питания на сутки, желательно дождевик, спички обязательно, водо-ветроустойчивый, или же зажигалку, фонарик с запасными батарейками, нож, компас, заряженный телефон и при возможности брать с собой сигнал охотника, который в случае, если вы заблудились, поможет вам дать сигнал о своем местонахождении. При возможности, если вы идете на долгосрочный поход, в рюкзаке можно также взять с собой пленку в случае, опять-таки, если вы заблудились, чтобы соорудить себе либо шатер, либо что-то над головой, в зависимости от погодных условий. Сменную одежду обязательно, на случай, если вы промокнете. В спасательной операции были задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Чеченской Республике, Государственной противопожарной службы, МВД по Чеченской Республике и волонтеры, также благодаря которым поиск и спасение ребят завершилось успехом. Мадина Нуцалчиева, Ислам Ибрагимов, Сайдселим Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. Республиканская станция переливания крови организовала мероприятие по сдаче крови в рамках донорской недели ко Дню российского студенчества. Акция проходит с 21 по 27 января. Студенты смогут сдать донорскую кровь и стать частью Федерального регистра доноров костного мозга. Чеченский базовый медицинский колледж стал первым, кто выразил желание присоединиться к акции. Линда Жабраилова продолжит. В преддверии Дня студенчества учащиеся медицинского колледжа проявили активную гражданскую позицию и заботу о здоровье общества, принимая участие в акции по сдаче крови. Это мероприятие подчеркивает не только важность донорства, но и демонстрирует солидарность и готовность будущих медиков помогать людям. Наблюдая за очередью, которая образовалась здесь, можно понять, что каждый из студентов хочет принять участие. 2 раза в год, возможно и больше, в медицинском колледже проходит донорская акция. В этот раз в ней участвует около 200 студентов. Все желающие смогли стать донорами и внести свой вклад в спасение жизней людей. Многие из них пришли впервые, и на их лицах читались одновременно волнение и гордость за то, что они могут помочь. Акция интересно, это хадахкандар, интересно, сей спорт яшу, адман гулих доал, делдаал, ариуала ор, далпойди дойлар. Организаторы акции обеспечили комфортные условия для всех. Сначала ребята прошли медицинское обследование и получили консультации специалистов. После опытные медсестры проводили саму процедуру. Все студенты сдают кровь. Одним из первых отозвались медколледж. Следом у нас идут ЧГУ, ЧГПУ и нефтяной университет идет. Все студенты отозвались очень прекрасно. Вы видите поток доноров. Все студенты изъявили желание сдать кровь. В перерывах между сдачей крови медики общались друг с другом, делились впечатлениями и поддерживали тех, кто переживал. Участие в акции стало возможностью помочь тем, кто нуждается в переливании крови, а также шансом для студентов получить практический опыт, который будет полезен в их будущей профессии. Лимда Джамалдинова, Харон Абдулаев, Шамсуди Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.